вас сюрприз. Мы связались с Аркадием Бабченко, о котором вчера прошла информация, что он уехал из Украины. И вот Аркадий у нас на связи, прямой. Привет, Аркадий. Приветствую, здравствуй. Добрый вечер. Да, вот мы в студии с Заряном Шкиряком, и он, собственно, сразу спросил, что с Бабченко, где Аркадий и так далее, что он делает, все такое прочее. Вот я даже тебе вопросов сильно задавать не буду, потому что тут вчера, как ты сам смеялся, первая строчка украинского Яндекса была о том, что Бабченко покинул Украину. Я просто хочу, вот, что хочешь про себя сейчас, то и говори, где там, что ты, как ты, вот, рассказывай о своей реакции, о том, что с тобой сейчас. Я хочу в первую очередь сказать Заряну про русскоязычную челюсть, потому что Зарян на самом деле причина того, что я несколько лет думал, ну, ничья комичечная, Зорина ясная, да, ничья комичечная, это понятно, комичечная она ничья. А Зорина ясная было совсем непонятно. А когда вот мы познакомились с Заряном, ну, виртуально, я тогда думал, что Зорина ясная это девушка по имени Заряна ясная. Только потом, со временем, когда я увидел запятые, я понял, что к чему. Кстати, я тебе хочу показать, где здесь руки. Вот, видишь бумажечку? Ну, видим. Это что? Это рецепт булочек, которые моя дочь привезла с собой в Израиль. Он написан по-украински. Это бумага, когда они впервые встретили сыноед своей дочери. Это вот символ дружбы наших дочерей. Привезла эту бумажку с собой с нами на новую квартиру. Ну, кстати говоря, по этому поводу, собственно, ты сам все сказал. Я не понимаю в этом какой-то особой новости, не вижу в этом организации. Украина страна, когда говорят, считаю, что Бабченко сбежал из Украины, я сбежал из России. А Украина страна, из Украины совершенно спокойно уехать, но пока еще. Надеюсь, так. Я года назад писал, если ситуация будет развиваться в направлении, то собираю шмотки и спать. Ну, ситуация стала развиваться в направлении. Ну, пацан сказал, что я собрал шмотки и спать, потому что у меня уже нет подвергать свою участию в экспериментах. Давай комик командующим во время войны. Аркадий, тебя очень плохо слышно почему-то. Через слово мы пропускаем. Может быть, ближе или медленнее говори. Хорошо, я попробую медленнее говорить. А хотя, собственно, я все уже сказал. Я просто боюсь, что хорошего выхода из этой ситуации нет. Скажи, пожалуйста, твой мотив уехать из Украины, он в первую очередь личный, это касается близких и безопасности и так далее? Ну да, безусловно, в первую очередь касается семьи и ее безопасности, но не напрямую, не то, что вот там могут быть повторные попытки покушения, хотя, может быть, они и могут быть, наверное, возможно, я же не знаю, я не исключаю этого. Но я повторюсь, я думаю, что ситуация движется не в лучшую сторону. Именно ситуация какая? Военная, политическая, конфликт с Россией? Что? Что ты имеешь? Военная. С Россией, да. Я боюсь, что агрессор не упустит такого момента. Я думаю, что он его уже не упускает. Да? Смотри, но сейчас на данный момент управление потеряно и до конца так и не восстановлено. Да? Я думаю, что, пользуясь вот этой вот прорывом, вот этой нишей, да, вот этой слабостью в управлении, я думаю, сейчас агрессор в Украину засылает толпами своих инсургентов, своих там шпионов, своих КГБшников. Ну что, если этот Корчагин или как там его, Корчевников, ходит по Крещатику, снимается, получает орден РПЦ за сотрудничество там какой-то с церковью РПЦ, да? Скажи, пожалуйста, долго тебя мучить не буду. Тут версии разные, где ты находишься и что ты делаешь, и какие цели у тебя отъезда из Украины. На что можешь ответить, пожалуйста?
Нет, ну говорить, где я буду, понятное дело, адресы и ключи от квартиры, где деньги лежат, понятное дело, я не скажу, да, потому что хочется все-таки еще какое-то время, пару месяцев, не знаю, там полгодика походить, ходить не оглядываться, да, просто отдохнуть, пожить как в отпуске. А делать что? Лэптоп со мной, для журналистики географическое местоположение не имеет значения. Делать буду ровно то же самое. Я 1,5 года просидел в бункере, вон под охраной, извини меня, писать ходил с 2 автоматчиками. Никак не мешает работать. Ну и сейчас не будет мне мешать работать, я надеюсь, ничего. Скажи, пожалуйста, тут тоже версии писали, что тебя перестали охранять и так далее. У тебя есть какие-то по этой части слова насчет охраны? Ничего говорить по этому поводу не будем. Значит так, и последний вопрос, который всех интересует, естественно, и меня, и Заряна Шкиряка, и, наверное, зрителей наших. Собираешься ли ты возвращаться в нашу страну? Конечно, а почему в нашу страну? В нашу страну я себя... В нашу, я сказал в нашу, мы втроем разговариваем. Я украинец, Украина полностью моя страна, и я, безусловно, и буду с Украины. Это не какая-то там отлет на Марс, это просто временное обеспечение нормальных условий жизни моей семьи. А я-то с Украины, все, я от этого никуда не делась. Та родина, та страна, которая у меня была бывшей родиной, да, она меня заставила вспомнить, кто я есть на самом деле. От того, что я родился в России, я не становлюсь русским, как от того, что если бы я родился в конюшне, я бы не стал лошадью. Россия меня заставила вспомнить, что я украинец. Я теперь только с Украиной. Без Украины я теперь все никуда.